Баршаңызға қайырлы күн достар арматурларым. Біз бүгін Лайыш районында биосфера фишта қонақта. Бик қызық видео болашақ. Мында бик көп стерлить өршетелер. Рахатланып қараңыз. Алдан видео менен мындай еді, мен мында келіп тоқтадым. Биосфера фиш деген. Мұны мен мында түсіремін. Бұл тереді бірсіне кірдік. Бүгін мұны түсірешекпіз. Мұны һәм көлге барып балық тұташақпыз. Барысында түсірем. Рахатланып, ихтибармен қараңыз. Бик қызық болашақ. Сейчас мы с вами находимся на первой очереди рыбоводного комплекса Биосфера Фиш. Это инвестиционный проект, который реализуется уже с 2017 года. Мощность производства всего рыбоводного комплекса составляет 8 миллионов мальков стерляди в год и 20 тонн товарной рыбы в год. Выращиваемый на предприятии малек стерляди реализуется для компенсационных выпусков в акватории реки Волги и Камы компаниями, наносящими ущерб природе. Маточное стадо на данный момент состоит из 400 голов, а также 20 тысяч голов составляет ремонтно-маточное стадо. На данный момент главным рыбоводом проводится бонитировка рыбы с целью определения половой принадлежности стерляди. Мы отделяем отдельно самцов и самок в разные бассейны. В дальнейшем будет происходить оплодотворение и получение икры. Икра, которая подходит для оплодотворения, из нее потом получаются мальки. То есть у нас получается полный цикл выращивания малька от икринки. Икра, которая не подойдет для оплодотворения, отправляется на пищевую икру. Это как раз таки система инкубации осетров. Сюда закладывается икра, здесь инкубируется малек, здесь икра вылупляется, и потом вот так уже попадает и уплывает в лоток. В этих лотках они подращиваются. И затем мы их уже пересаживаем в другие УЗВ, там они уже растут в полной мере. Балық әйме. Міне молодцы, конечно. Мұнда балық сүйушілер шақ фаталар мұндағы масштабқа. Мен де сізге видео ашамыны жеткерге тырышам. Қарағыз, мұнда ең ұлылары. Дұрыс айткенде менің мұндай балық көргенім жоқ еді әлі. Мұндай зор. Сазанларны көрген бар, но стерлитті көрген жоқ. Здесь бассейн с большой товарной рыбы. Здесь навеска средняя, примерно 2,5-3 килограмма. Такая рыба прекрасно подходит для копчения. Она большая, жирная и очень вкусная. Вообще. Наша живорыбная машина, на которой мы возим малька или товарную рыбу, если это надо для зарыбления пруда. У нее 4 контейнера и есть аэрация кислородом. То есть рыбу можно перевозить на довольно-таки долгие расстояния. Мы возили рыбу в Астрахань, в Санкт-Петербург, и рыба чувствует себя очень комфортно. Это профессиональная машина, профессиональная сельскохозяйственная техника, можно сказать. Наш руководитель Владимир Анатольевич Малыгин, президент компании «Вода», очень красиво, и поэтому у нас очень благороженная территория. У нас, вот видите, деревянный мишка со стерлядью. У нас здесь стерлядь в виде сердечка, беседка. Вот парк мы построили 100 лет на СССР. Каждая улица у нас названа. Есть икряной сквер, есть улица Рыбная. Здесь можно прилететь на своем вертолете. Я на вертолете прилетел. Осетры у нас, посмотрите, какие красивые, обклеенные. В общем, вот такая у нас красота. Да, вот такая красота до сарматурного раз. Сейчас мы идем
идем во второй корпус. Он в 3 раза больше получается, чем первая очередь. На первой очереди мы выращиваем 2 миллиона малька, здесь мы выращиваем 6 миллионов мальков. Итого 8 миллионов мальков стерлядей в год. Сейчас мы проходим на вторую очередь завода. Она открылась в прошлом году, в 2020. У нас сейчас главный рыбовод проводит бонифировку рыбы для определения половой принадлежности. Мы отделяем самок от самцов, чтобы в дальнейшем получать от самок икру. Можно это поснимать, да? Отлично. Привет. Мальчик, девочка? Девочка? О, классно. Парагзандан чипчиста. Минда бахила блянирим. Просто красота. Красно. Менә карагыз дуслар, матурлар, монда альбинослар. Моның икралары кыйбатрак. Күрәсезме, ак төстә? Мин мондайны күргән юк. Они редкие, да, очень редкие. Они очень редкие, их сложно купить. Вот, то есть даже если у нас просят их продать, мы их не продаем. Иногда, когда мальки вылупляются, среди мальков очень-очень редко появляется альбинос. Мы их сразу отсаживаем и выращиваем, потому что их икра самая дорогая среди осетровых. Она достигает до 20 тысяч рублей за килограмм. Потрясающе. Потрясающе. Сейчас мы идем в форелевый комплекс. Как раз таки он у нас открылся на днях. К нам приезжал президент Рустам Нургалиевич Минниханов. Открыл нам 3-ю очередь завода. Здесь мы уже выращиваем форель. Выращиваем тоже из икринки. Икру привозим из Франции. То есть вот такая французская форель. Интересно. Сейчас посмотрим. Классно. Успокойно. Здравствуйте. Да, здесь у нас вот форелевый. Вот здесь как раз запечатлено открытие 2-й очереди завода. У нас как раз Владимир Анатольевич Малыгин с президентом. Его наградили медалью в прошлом году. Так, пойдемте покажу икру и малька. Получилось? Вот здесь вот первым мелкое, там покрупнее, самым последним самое мелкое. Система очистки воды в Парагаз. Менә яшь форельләр, алар берсе зур булачаклар. Парагаз. У нас сейчас активно возрастаются наши пруды. Мы вот строим ресепшн, чтобы люди могли зайти сюда, оформить путевку на рыбалку, посидеть, попить кофе, пока это все оформляется, и далее пройти уже на рыбалку. Вот. Также у нас здесь проходит строится ресторан. У нас здесь будет большой крупный ресторан. И идут разговоры о строительстве номерного фонда, чтобы люди могли приезжать сюда уже с ночевой, с семьями, отдыхать на 2-3 дня. Тут у нас очень красиво. У нас здесь, да. У нас здесь уточки, по вечерам приезжают цапли. Получается, искусственное, да, озеро? Да, все озера искусственные, здесь 3 озера. Не все искусственные, но зато какие красивые. У нас беседки, можно арендовать беседку. Рядом мангал, пожарить мясо. Также недавно совсем мы построили гриль-домики.
Это уже закрытые домики А полностью. вот те красивые, да? Да, пойдемте мы Ага, к ним да, поближе. пойдемте, супер. На прудах у нас также располагаются садки. Там тоже выращивается рыба. Стерлядь, осетры, гибриды. То есть здесь они подращиваются дополнительно. Вот, ух ты. Такие этот Да, вот такие гриль-домики. В мини-улица. таком стиле хюгге. Сейчас же модно, чтобы все было такое уютное, красивое, милое. Вот. Их можно арендовать. Аренда у них почасовая идет. И внутри есть... Внутри вы можете уютно расположиться с друзьями, с семьей, зажечь костер, пожарить рыбу, мясо. Пойдемте, Давайте. пойдем внутрь, посмотрим. Да, вот я как Так, раз тут- хотел спросить, можно ли. Классно. Угу. Ух ты. Вот это да. Менің достарым, моторларым. Гриль домик, гриль үй. Рахатланып келіп ұялты бола, ошақ яндырасыз. Так, күл. Отырасыз, ашисыз, шай ішесіз. Прайс-лист бар, барысында қалдырашақмын. Бик көңілі чиста пахта мотор. Красота. О, такой гриль домик. Раз. Так, біз қазір, по-моему, мына біздің бойда қазір. Раз. У нас на носах креветка и селедка. Креветка и селедка. Да, вот у нас. Сейчас будем ловить. Сейчас Михаил нам покажет. А Рустам Нургалич на этом озере поймал? Даже на этой беседке. О, да? Ничего себе. Міне, біз беттегі трофейный удочкасын көрдік. Міне, нәқ мында Рустам Нургалевич балық тұтқан. Нәқ мында, нәқ міне біздің кебек атып, біз де тұтабыз. Міне қараңыз. Бұл қармақ білән біздің Рустам Нургалевич балық тұтқан. Міне, трофейный. Такой спиннинг. Красота. Біз отырдық. Қазір мен балық тұтам. Телефон парланған ақырысы. Сүртемелі. Тұтабыз. Бір жерге қыстырасы и телефонды қыстырып жүресі келеді. Всегда, когда я приезжаю на рыбалку, всегда нету рыбы. Михаил сказал, что здесь это не работает. Здесь вот это не работает. Да, здесь рыба есть. Но пока мы ее не поймали. Но рыба есть. Всем приятного чаепития. Спасибо за чай. Вот наша рыба мечты. Давай. Красота. Возьмите юночку обязательно. Сейчас надо попробовать. Мгм. это сделать. Просто красотища. Да, деликатес, деликатес. Так, дегустация. Рыба моей мечты.